Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Какова ситуация на рынке труда Якутии сейчас, мы узнаем у гостя студии Анастасии Поздняковой, первого заместителя председателя Госкомитета Республики по занятости населения. Анастасия Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Каков на сегодня уровень безработицы в регионе? Ну, по сравнению с началом этого года и по сравнению с прошлым годом, получается, да, у нас уровень безработицы общий немного поднялся, но это мы считаем, что сезонный период, да, потому что, значит, так же, как и другие показатели социально-экономического положения, рынок труда, он как бы живой, и поэтому, значит, на сегодня можно сказать, что немножко выше стал, 7,3%. Но при этом у нас рабочая сила также увеличилась в республике, составила 502 тысячи человек, из них занятых 466,5 тысяч человек у нас работает, ну, считаются занятыми. Ну, сегодня как раз 19 апреля 1991 года с принятием федерального закона о занятости населения в Российской Федерации считается, ну, идет начало деятельности всех органов службы занятости по стране. Поэтому, если позволите, я бы хотела поздравить всех наших ветеранов, всех тех людей, которые у нас какой-то период, ну, когда-либо работали в нашей службе занятости, и нынешних специалистов, которые трудятся у нас в республике, пользуясь случаем, поздравить от имени руководства и от себя лично с Днем службы занятости. Анастасия Ивановна, вот если год назад больше всего требовались специалисты в сфере добычи сырья, то в этом году какие отрасли больше всего нуждаются в специалистах? Ну, потребность в кадрах действительно, она также, значит, идет в ногу с развитием и промышленного производства. У нас на сегодня остается также потребность, как вы уже сказали, и в добыче полезных ископаемых. У нас остается потребность в отрасли транспорта, значит, строительной отрасли, а также, значит, если по бюджетным сферам, то у нас сфера социальных услуг, также здравоохранение тоже требуется весьма много вакансий, и работников нужны в этих сферах. А с каким образованием больше всего находится граждан в поиске работы? Каков их возраст? Ну, если на сегодня, ну, последние данные, значит, среди тех, кто состоит на учете, в регистрационном учете органов службы занятости, а их у нас более 7 тысяч человек, около 58% они имеют профессиональное образование. Из них, значит, каждый четвертый, получается, 25% имеют высшее образование, а также, значит, среднее профобразование также, значит, имеет у нас около 30% человек, которые состоят на учете. А все остальные, к сожалению, у нас в республике, значит, так же, как и, наверное, во многих регионах, есть и те, которые не имеют профобразования. Их по сравнению с 2020 годом у нас все же уменьшается количество. Если было в 2020 году 50%, почти половина, чуть больше половины тех граждан, которые состоят на учете, не имели никакого профобразования. У нас, значит, с прошлого года большой упор делается на именно проведение организации профобучения и дополнительное профобразование для тех граждан, которые у нас состоят. И результаты сегодня уже видны. Значит, на сегодня, как я уже сказала, около 46% человек они не имеют профобразования. А есть ли соискатели в предпенсионном и пенсионном возрасте? Да, у нас, значит, служба занятости независимо от категории, ну, то есть человек находится в пенсионном или предпенсионном возрасте, мы им тоже оказываем услуги по подбору, подбору, значит, подходящей работы. Среди, значит, тех, кто у нас состоит, пенсионеров у нас 250 человек, предпенсионеров, и пенсионеров больше 100. Ну, мы им также оказываем все государственные услуги, которые, ну, значит, может относиться к этой категории, да, они ищут работу, они могут быть и занятые, они не обязательно безработные, допустим, занятые в одной отрасли, они хотят перейти на другую работу, и в таких случаях также обращаются в поиски работы в службу занятости. А как работает программа «Местный кадр в промышленности»?
Ну, местные кадры, промышленность, вот хотела еще сказать, что в эти дни с 13 апреля у нас идет декада молодежи, ну, она приурочена к столетию ЯССР и с громким названием «Найти работу просто» мы ведем эту декаду. И с 13 апреля мы начали, значит, очные ярмарки вакансий, которые мы давно не проводили в связи с пандемией, понятно, да? И вот в Нижнем Бестяхе сначала у нас прошло совещание под председательством Андрея Владимировича Тарасенко. Приняли участие крупные промышленные компании, строительной отрасли и транспорта, которые участвуют в проекте «Местные кадры промышленность». А также были выездные ярмарки с участием кадровых служб этих предприятий в Заречной и Центральной улусы. Но в этом году уже 6-й год реализуется этот проект. Показатели неплохие, мы считаем, да. И проект был расширен, хотя он называется «Местные кадры промышленности» до сих пор. Мы его, значит, расширили и на отрасли строительства, транспорта и энергетики. Значит, и по итогам, допустим, прошлого года, 2021 года, как никогда был высокий показатель трудоустройства. Это 11 тысяч человек, половина из них это молодые граждане до 35 лет. И нас радует, что ежегодно у нас увеличивается, конечно же, и трудоустройство сельских жителей, потому что у нас уровень безработицы высокий именно в сельской местности. Поэтому люди как бы находят и сезонные работы, и вахтовый метод работы, и повышают свои доходы, ну и занятость, обучаются, прежде чем, значит, если у гражданина не хватает категории или там профразряда, который требует работодатель, мы, как уже говорила, направляем его для гражданина бесплатно, он обучается курсам по востребованным профессиям. Дальше он может пройти стажировку, также это в рамках проекта «Местные кадры промышленности», есть такое мероприятие, да, и, значит, трудоустраивается уже на постоянной основе в компании. А вот по поводу ярмарки, например, молодой специалист из района хочет устроиться, но не знает, вот, как посетить эту ярмарку. Ну, это информирование, значит, мы ведем как в социальных сетях, на официальных сайтах, через муниципальное образование. Здесь, конечно, нам очень помогают главы районов. Есть очень активные главы районов, которые давно как бы участвуют в этом проекте и заинтересованы в трудоустройстве граждан своих улусов, ну, муниципальных образований, да, и поэтому информирование идет по всем каналам, можно сказать, и отраслевые министерства также участвуют во всех этих мероприятиях, поэтому через них тоже вот идет информирование населения, что у нас будут ярмарки и будут участвовать именно кадровые службы по персоналу, которые будут сами лично встречаться и с ними вести беседу и, значит, подбирать себе необходимых работников. Могут ли безработные пройти ускоренные программы переобучения бесплатно? Да, как я уже сказала, что для граждан, которые направляются на профобучение или на дополнительное профобразование через службу занятости, для них обучение бесплатно. Ну, востребованные профессии по обучению это у нас на сегодня водители разных категорий, машинисты бульдозеров, экскаваторов. Также востребованы у нас электромонтеры, слесари КПА. Также вот в бюджетных учреждениях, допустим, ну, в сфере услуг и так далее, у нас также востребованы бухгалтера, кадровые, ну, они повышают, значит, свои специалисты по кадрам, они повышают свою квалификацию тоже. Якутия, как и многие регионы страны, принимает беженцев из ДНР и ЛНР. Вот как вы помогаете им с трудоустройством? Действительно, сейчас ну, граждане Донецкой и Луганской народных республик, кроме этого граждане Украины, в нашу республику, ну, в целом по стране и в нашу республику на сегодня также прибывают. Прибыло 170 человек, больше всех, значит, в Нерюнгринском районе, также в Мирнинском и в городе Якутске. Ну, это я по убыванию, да, больше в Нерюнгри прибыла. Трудоустройство, ну, проактивный режим работы с этими гражданами служба занятости ведет. Это и на основании поручения главы нашей республики, на основании
правительственных значит, решений, да, страны. У нас из 170 граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины, в трудоспособном возрасте 92 человека. То есть это те граждане, которые находятся в трудоспособном возрасте. Из них значит, на сегодня трудоустроено 11 человек, но пока половина, можно сказать, если грубо, половина граждан, которые прибыли, пока значит, не решили искать работу, но мы всем гражданам, которые прибыли, предлагаем свои услуги в проактивном режиме. Ну, значит, некоторые осваиваются, можно сказать, адаптируются в республике, да, и потом уже, значит, они нам изъявляют желание обратиться позже. А какие меры принимаются в настоящее время в целях сохранения занятости населения? Ну, в целом, да, вот ситуация экономической напряженности, да, по стране, связанной с санкциями, для органов службы занятости также задача стоит сохранить уровень занятости в целом по республике и снять напряженность на рынке труда. Но на сегодня, значит, ведется ежедневный мониторинг ситуации на рынке труда, ведется работа с работодателями в проактивном режиме, также, да, в том числе системообразующими. В этом году правительство Российской Федерации, значит, приняло ряд мер, которые предусматривают выделение трансфертов, то есть денег, финансовых расходов из федерального бюджета на проведение ряда мероприятий. В том числе это организация общественных работ и организация временных работ для работников, которые находятся под риском увольнения. Мы должны, значит, в этом году в этих мероприятиях привлечь более 2500 человек в нашей республике и предусмотрено 221 миллион. То есть, общественная работа — это для тех граждан, которые приходят в службу занятости или там еще не заняты, нигде не работают, при этом ищут работу. Для них будут организованы общественные работы, как я уже сказала, и будет выплачиваться заработная плата в размере минимального размера оплаты труда, и возмещаются работодателям также страховые взносы. В течение 3 месяцев эти, значит, граждане будут работать на каком-либо предприятии, которое будет проходить у нас по конкурсу. Отбираются работодатели также по конкурсу. Второе мероприятие — это для тех работников, которые находятся под риском увольнения. Это под риском считаются те работники, которые находятся в отпуске без содержания или перешли на неполный рабочий день, в связи с производственными трудностями, допустим, да, в компаниях, или в связи с переходом с одной должности на другую и так далее, и приостанавливается какая-нибудь производственная деятельность в компаниях. Да? Этим работникам, значит, также будут эти временные работы организованы в течение 3 месяцев. Выплачивается минимальный размер оплаты труда, страховые взносы работодателям будут возмещаться, и 10 тысяч именно на создание, на обустройство рабочего места этого работника. И кроме этого, значит, также будут организованы профессиональное обучение для тех работников, которые находятся под риском увольнения. Также, если, на сегодня у нас заявки поступили от авиакомпании «Полярные авиалинии», «Якутия», в связи с тем, что значит, переходят из иностранных авиабортов на отечественные, мы их будем также переобучивать, и они, значит, сохранят за собой рабочее место. Анастасия Ивановна, спасибо за беседу, спасибо, что ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.